час ведаць, што адбываецца. Прывітанне, сябры, з вами у студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч, і мы працягваем асвятляць тэму артыкула 328 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. Сёння ў нашай студыі госць, гэта Олег Калінкоў. Ён збірае і здае ў міліцыю электронныя кашалькі барыг, якія штурхнулі аднойчы на крывавую дарожку ягонага сына. Вось, Олег Калінкоў, ён юрыст, ён жыве ў Гродні, працуе ў таварыстве абароны правоў спажыўцоў. А ў свой вольны час ён як супергерой бороцца са злом, вось, як сапраўдны герой сусвету Марвел, можна сказаць, так, ён до 8 гадзін у дзень Олег прысвячае пошуку наркагандляроў і камунікацыі з імі. Вось, Гродзенец называе іх проста барыгі. Олег, прывітанне, распавядзіце нам, калі ласка, вось, як вы сталі займацца гэтай праблемай увогуле? Я так разумею, гэта адбылося 2 гады таму. Што вы заўважылі? Вы сели за комп. Что было далей? Ну, когда беда пришла и в мой дом, в мою семью, ну, я поинтересовался у собственного сына, говорю, а как вот приобретаются наркотики в Беларуси? Ну, откуда вы их берете? Ну, соответственно, он мне сказал, что наркотики, они везде. Ну, везде. То есть реклама о продаже наркотиков находится, ну, во-первых, в интернете везде, а во-вторых, она в подъездах, на стенах, на камнях, на урнах. Везде есть трафаретная реклама с адресами, где можно набыть наркотики. То есть это очень распространено в Республике Беларусь. Скажите, что вы робили далей? То бок вы сели за компьютер, я так разумею? Да, я сел за компьютер и, значит, используя информацию в интернете, значит, втерся в доверие, начал коммуницировать с этими интернет-магазинами, которые продают наркотики. Ну и, соответственно, они мне стали сбрасывать рекламу своего товара. Это различные наркотики, психотропы и особо опасные психотропы, вплоть до героина. И, соответственно, прикладывать сразу электронные кошельки, номера счетов электронных кошельков в белорусских рублях, куда можно заплатить деньги и получить свой наркотик. Я стал их собирать, коллекционировать, так сказать. Вначале это было какое-то чисто любопытство, а потом уже, когда началась вырабатываться система, ну, я понял, что в нашей стране совершаются преступления по отмыванию доходов, полученных незаконным путем. И при этом участвуют в отмывании доходов, полученных преступным путем, в том числе и наши белорусские банки. Что было далей? Вось вы гэта побачили, так? Да, мы стали совместно с матерями из движения Матшенрух 328, мы стали собирать и передавать их в милицию, то есть наркоконтроль, так называемый. Як реагировали там на вашу такую инициативу? Ну, вначале говорили, что информация неверна, потом все-таки стали брать. Взять-то взяли, но меры, чтобы вот их сразу закрыли, то есть такого не было. То есть, было видно, что этот счет после обращения в наркоконтроле, этот счет продолжал работать еще, допустим, 3 месяца. Ну, соответственно, мы обратились, я написал иск, обратился в суд Ленинского района. Ответчиками я выставил 2 банка, это Белгазпромбанк и Технобанк. И, соответственно, был такой иск, и где указал и счета, и рекламу показал. И, соответственно, для сбора информации даже мне удалось получить доступ
к некоторым кошелькам, то есть, которые были в системе EasyPay. Гарант этой системы EasyPay – это Белгазпромбанк. То есть для сбора доказательств несанкционированно проник, взломал так называемые этот сайт, через который проходили отмывание доходов, полученных незаконным путем. Ну и были видны обороты этих электронных кошельков. Какие это были обороты? Накольки это великая проблема на самой стране? Да, это я был действительно удивлен массовостью, огромным оборотом. Это один электронный счет, тогда это счет был EasyPay, на него поступало $1000 в день в среднем. То есть вот она работала 50 магазинов, это получается $50 000 в день. Это такой оборот наркоторговли в Беларуси. То бок 2 гады таму вы побачылі, што ў нас працуе 50 наркакрам, так? Да. Вось. А што вы бачыце зараз? То бок прайшло 2 гады, я так разумею, што вы гэтай праблемай працягваеце займацца. Што зараз? Наколькі іх стало менш ці больш? Не, хотелось бы, чтобы их было меньше, и использовать эту информацию, которую которую я добыл, значит, был подан их в суд, и суд, значит, отказал нам. Мы потребовали, в суде требовали, значит, исполнения указа президента номер 6 о закрытии счетов, которые были открыты неидентифицированным лицам, и закрытие этих счетов. То есть требования указа президента должны быть выполнены. Суд нам в этом иске отказал. Подавали и кассационную жалобу, и коллегия суда, Гронинского областного суда тоже отказала, поддержала суд первой инстанции. Соответственно, никаким путем, значит, прекратить получение денег за наркотики мы в Беларусь не смогли, и, соответственно, в течение каждых полгода количество магазинов увеличилось. Вот мы такую аналитику ведем. Сначала их стало 100, потом 135, 150. А сейчас уже можно говорить, что может там и 300 магазинов. То есть, более того, из практики можно сделать какую-то аналитику, что вот если милиция и рапортует о закрытии каких-то, поймали там наркокурьеров, магазин закрылся, она говорит, там мы закрыли этот магазин, то фактически берется только курьер, либо кладчик, то есть самое низшее звено. А организаторы этой торговли, они остаются на свободе. И они открывают новые магазины, нанимают новых людей, открывают новые счета в белорусских банках. И, соответственно, как было, так и остается. Все остается так, как и было. Что было 2 года назад, что сейчас, все одно. Олег, а распавядзіце, калі ласка, вось па вашым уражанням, так, ці існуе увогуле ў Беларусі наркамафія, так? І колькі, вось вы кажаце, зараз, я так разумею, што ў 3 разы больш, так, 150 крамаў, да. Так, наркакрамаў існуе, так? Хто іх уладальнікі, то бок гэта 150 уладальнікаў, ці гэта 3 чалавекі, ці 2, ці 1? Я полагаю, что мы вот в Беларуси столкнулись с таким мафиозным спрутом. Был когда-то фильм при Советском Союзе про комиссара Катани, который боролся с мафией. В конце концов его убили, он не поборол эту мафию. Сейчас вот мы видим в Беларуси вот такой спрут, который проник, наверное, во все органы власти, и которые... Отрубишь, допустим, одно щупальце отрубили у спрута, это магазин, он вырастил новое. Еще одно отрубили, еще новое выросли. Почему? Потому что эти
этой наркоторговлей в Беларуси управляет 2, максимум 3 человека. Они организовывают сюда и доставку наркотиков, они организовывают открытие счетов, нанимают людей, организуют интернет-магазины, создают интернет-магазины в интернете, рекламу. Вот эти 2-3 человека – это вот организаторы таких преступных сообществ. То есть, и я не исключаю, что мы не просто так не можем закрыть эти счета, а какое-то влияние имеют и на банки, полагаю, и на организации, которые контролируют этот процесс. Потому что, куда бы мы ни обращались, и что бы мы ни делали, 2 года, обращаемся, не можем закрыть счета и все. Не можем прекратить отмывание денег, полученных от продажи наркотиков в Беларуси. Хотя все ясно, все очевидно. Зразумела, вы кажете, что 2-3 чалавекі. Можете, зразумела, таксама распавесці нашим слухачам, так, чаму, адкуль у вас такія дадзеныя? То бок, як вы гэта высветлілі? Методом анализа. То есть я считаю, что это 2 канала поставки наркотиков в Беларуси. Это, значит, через, во-первых, это не канал, что вот человек взял, положил в машину и привез. Каналы поставки сейчас несколько другие, чем привыкли, чем оперирует, допустим, наше МВД. Каналы поставки через интернет. То есть там организуется преступное сообщество и руководство ими. То есть... то бок это мессенджеры некие? Да, это, во-первых, канал поставки через Telegram, и канал поставки через интернет-сайты, я их не буду называть, то есть там их 2-3 наименования, они в милиции известны, закрыть никак они не могут. А чему? Я так думаю, что бездельничают. Я думаю, что, наверное, бездельничают. Сведения о том, Дуров же закрывает такие каналы по продаже наркотиков. Надо к нему просто обратиться, не закрывать этот Телеграм, а просто указать, что вот такой-то канал в Телеграме, такой-то паблик продает эти наркотики. Он их закрывает, это же известные факты. Он идет на сотрудничество с органами власти. Но таких обращениях к Дурову мне ничего не известно. И вот если взять Телеграм, в Телеграме у меня где-то порядка, может, 150-200 магазинов, которые работают, либо временно работают прекратить, потом они снова начинают работать. Дякую, Олег. Мы зараз, сябры, прервемся на паузу, на навіны, і пасля вернемся, каб абмеркаваць далей гэтае пытанне. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Бачиш, гільятина, але ти знала початку, вискочить з окопа, треба ефектна. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Тэрміны адключэння гарачай вады ў Беларусі могуць скараціць, заяўляе начальнік аддзела па працы са зваротамі грамадзянаў Геннадзь Аксціловіч. У 2017 годзе гарачую ваду планава адключалі не больш, чым на 14 дзён. Былі прыклады, што адключалі на тыдзень. Цяпер у Мінску праводзіцца эксперымент па дыстанцыйным здыманні паказнікаў групавых прыбораў уліку расходаў вады.
Чыноўнік кажа, паспяховы эксперымент. Таксама Аксціловіч гаворыць, што будуць мяняць усе лічыльнікі, аднак пакуль рана казаць, у якія тэрміны. Александр Лукашенко паедзе на адкрыццё чэмпіянату свету па футболе. Ва Владзіміра Пуціна там запланаваныя асобныя сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў. 13 чэрвеня з Ільхамам Аліевым, прэзідэнтам Азербайджана, прэзідэнтам Руандам Полам Кагаме, кіраўніком Балівіі Эва Маралісам, а таксама прэм'ер-міністрам Лівана Саадам Харыры і прэм'ер-міністрам Арменіі Ніколам Пашынянам. З еўрапейскіх краінаў кіраўнікі прыедуць толькі з 2 краін, з Беларусі і з Малдовы. Юрась Губарэвіч прапануе праймерыз для выбару адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Кіраўнік руху за свабоду агучыў сваю прапанову падчас сустрэчы з аршанскімі актывістамі 12 чэрвеня. Міністр замежных справаў Эстоніі Свен Міксер адклаў свой візіт у Беларусь. Ён мусіў прыехаць заўтра сустрэцца з Александром Лукашэнкам і Владзімірам Макеем, ды запланаваць сёлетні візіт у Мінск прэм'ер-міністра Эстоніі. На перамовах якраз мусілі дамовіцца пра дакладныя даты. Андрей Кабякоў паехаў у Маскву. На чарговае паседжанне Савета міністраў саюзнай дзяржавы будуць дамаўляцца пра план фармавання аб'яднанай транспартнай сістэмы так званай саюзнай дзяржавы і пра гандлёва-эканамічную супрацу. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Сябры, яшчэ раз прывітанне. Я нагадваю тэму нашай праграмы. Мы працягваем асвятляць тэму артыкула 328 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. Наш госць Олег з Горні, які борецца з наркатаргоўляй у нашай краіне. Вось, Олег, скажыце, вось колькі зараз асуджаных па артыкуле 328? Значит, материнский рух 328, он ведет свой учет. Вот мы опираемся на статистику, которую бывший судья Конституционного суда Пастухов опубликовал. На начало этого года 16 тысяч осужденных. То есть, получается, 10 человек в день в Беларуси осужденные по наркотическим статьям. 10 человек в день, и если такая тенденция продолжится, то к концу этого года можно говорить о том, что половина всех осужденных в Беларуси будет сидеть по наркотическим статьям, то есть 50%. Ну, вот когда я сам юрист, и коллеги у меня есть и в Польше, и в Литве, я когда рассказываю ему такие вещи, они хватаются за голову, а когда еще называю сроки, там 8, 10, 15 лет, то они просто хватаются за голову и говорят, ну это у вас просто тут конвейер. Просто судебный конвейер по отправлению молодого поколения в тюрьмы. Олег, а вы можете распавесці, вось, як вы лічыце, а чаму іх так шмат? Вось, у іншых краінах, напэўна, ўсё ж таки не так, не? Ну, вот способ... Дело в том, что Беларусь, наверное, тут впереди планеты всей. Значит, если вот взять ту же Польшу или Германию, ну, вот там стоят мигранты, негры на площади и продают наркотики из рук. Ты мне наркотик, а я тебе деньги. Вот так можно набыть наркотики. В Беларуси совсем по-другому. В Беларуси наркобарыга, он не идет на площадь торговать, либо где-то там в подворотне из рук в руки. У нас наркотики продаются бесконтактным способом. Ну, как обыкновенный интернет-магазин. То есть ему не надо стоять, либо там нанимать кого-то, чтобы стоял и продавал на улице. Он идет и открывает счет в белорусских рублях, так называемый электронный кошелек. После этого организовывает открыл счет, завез наркотики, организовал доставку наркотиков, там людей, которые будут эти наркотики возить, фасовать, делать закладки. И, соответственно, если тот негр в Берлине на площади, он может продать 10 доз, 15 доз, то у нас речь идет о том, что это одна точка. В Берлине на площади к нему там наркоманы ходят и покупают. То в Белоруссии получается, что точек по продаже наркотиков – это любой терминал, где можно закинуть деньги на этот счет.
И получается, что если терминалов в Беларуси 10 тысяч, можно говорить о 10 тысячах точек по продаже наркотиков. Вот почему у нас так столько наркоманов и получилось. А гэта ўвогуле законна ці не? То бок і любы чалавек можа прыйсці, адкрыць гэты счёт, так? Вось і што далей? Ці